Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. Это передача «Планета Next». Сегодня мы будем представлять, как дети будут готовиться к конкурсу 2 марта. Это будет чемпионат СКФО. Этот чемпионат будет проходить в нашем лицее «Квант». Будут команды приезжать со всех регионов и представлять свои проекты. Бывают разные номинации, например, как Аэроквантум, Хай-Тек, Энерджи Квантум, Промробо Квантум и Робо Квантум и остальные номинации. Сегодня мы будем смотреть, как готовятся дети к конкурсу. У нас мало времени, и сейчас мы будем смотреть, на каком этапе у нас проект. И у нас в следующем ребята будут представлять свой проект Lift Up. Как вас зовут? Абубакаров Ибрагим. Газабаева Медня. Откуда вы? Мы учимся в лицее. Расскажите мне, пожалуйста, вот что это за проект, какая его цель, какая его актуальность вообще, для чего он сделан? Этот проект сделан, чтобы инвалиды не сталкивались с проблемой с лестницей. Мы придумали наш проект Lift Up. Он будет поднимать инвалидов. Этот проект инвалидам бывает очень сложно подниматься, когда они в коляске. И этот проект создан, это облегчение инвалидам, чтобы когда были лестницы, этот лифт был рядом, и чтобы они поднимались с легкостью и потом спускались также. Очень интересный проект. Скажите мне, пожалуйста, этот проект вообще будет в дальшем развиваться, и вообще будете ли вы его вообще дорабатывать? Наверное, будем, но потому что он облегчит жизнь инвалидам с ограниченными возможностями. Так, и у меня следующий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как работает этот проект? Можешь мне показать? Мы здесь поставим электрический мотор, чтобы он поднимал сам лифт. И там мы сделали сначала рисунок, а потом уже начали вырезать детали на лазерном станке. После этого мы начали собирать сам лифт. Скажите мне, пожалуйста, в какой номинации вы будете представлять этот проект? Мы будем его представлять в робоквантуме. Очень хорошая номинация. И скажите, пожалуйста, готовы ли вы 2 марта показать и защитить свой проект? Готовы. Да? Так, и какие у вас ожидания вообще? Думаете, вы займете 2 или 1 место? Думаю, да, потому что этот лифт уже был, но он уже участвовал, но мы его переделали немножко и думаем сейчас займем бы 1 место. Это был очень хороший проект. Желаю вам удачи, желаю, чтобы вы выиграли 1 место. И у нас с вами мало времени, и мы идем дальше. Со мной рядом сидит Милана Рахимова, и по должности она проектный менеджер. И я хочу ей задать некоторые вопросы по чемпионате СКФО. Милана, скажите, пожалуйста, с каких регионов будут приезжать наши участники? В основном это Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алания, Ингушетия, ну и, конечно же, Чеченская Республика. Следующий вопрос. Во сколько начнется этот чемпионат СКФО? Регистрация, если говорить по программе, то регистрация начинается с 9, а торжественное открытие будет с 10 и ориентировочно до 16:00. И у меня есть еще пару вопросов. Скажите, пожалуйста, вообще чемпионат по СКФО, будет ли он сложным? Будет ли там вообще люди, которые очень хотят защищать свой проект, будут ли они там? Конечно. Одно дело, когда
конкурс республиканский, когда тебе приезжают участники из твоего региона, а совсем другой уровень, когда это уже участники из других регионов. Понятное дело, что СКФО это уже совсем такой другой уровень, здесь все посложнее будет. И участники, конечно, бывают более такие продвинутые, но мы постараемся тоже занять места, потому что все-таки это будет лицо всей Чеченской Республики, если наши участники тоже займут места. Насколько я понимаю, ты тоже являешься участником. А что ты подготовил к чемпионату и в какой номинации ты будешь участвовать? Я буду участвовать в номинации «Айра», и я подготовил проект «Безопасный бассейн». Отлично. А какие функции будет выполнять твой бассейн? И насколько он социально значим? Мой бассейн будет выполнять функции. На дне бассейна будет лежать сетка с веревками. За счет моторчиков она будет подниматься и опускаться. Мой проект предназначен для того, чтобы дети, это вообще макет этого моего проекта, но в будущем он будет настоящим. Он предназначен для того, чтобы дети не утонули вообще. Спасение утопающих, да? Можно сказать и так. И вообще смерть в воде — это третья по начисленности вообще во всем мире смерть, так сказать. То есть ты даже статистику провел? Да. Отлично. Плюс моего проекта, это первый плюс, это простой его механизм, второй плюс его то, что этот проект вообще не надо было, так сказать, его сильно с ним заморачиваться, так сказать. Минусы моего проекта, если в нем что-то будет не так, то он, так сказать, не будет вообще работать. Если я, например, поставлю неправильно один датчик, то может что-то поломаться в нем. Ну, понятное дело, да, робототехника — это все-таки наука очень сложная, и даже любая какая-то мелочь может привести к большой ошибке. Да. Я все понимаю. А насколько ты вообще оцениваешь уровень своей подготовки? Уровень моей подготовки, это если смотреть на конкурсе. Сейчас я очень в себе уверен, но на конкурсе я думаю, что тоже самое у меня будет и там. Но сейчас я 100% готовлюсь над своим проектом, учу вообще его презентацию, дорабатываю этот проект. Мне этот проект очень понравился, «Безопасный бассейн». Очень мне нравится. Я очень рада, что у тебя такой энтузиазм. Это не может не радовать. Молодец. Как мы будем, например, защищать свой проект? В какой форме он будет? Ну, во-первых, понятное дело, что там будет судья в каждой номинации, и при подборе членов жюри мы очень тщательно к этому подходим. И на сей раз мы выбрали судей из других регионов, то есть это очень даже компетентные люди, которые являются профессионалами своей области, и мы очень надеемся на их максимальную объективную оценку. Ну а в каком формате, это уже зависит от номинаций. Есть номинации, в которых идут соревнования роботов, есть номинации, в которых уже участникам необходимо доказать тот факт, что их проект действительно заслуживает какое-то призовое место. То есть это презентация, участники должны отвечать на вопросы, и в дальнейшем, уже учитывая критерии, по которым их оценивают, судьи, в общем, и будут выбирать лучших из лучших. Значит, в прошлый раз у нас были только команды с нашей республики, и жюри были с нашей республики. А в этот раз, по-моему, как вы сказали, будут команды со всего Кавказа, и жюри будут со всего Кавказа. У нас нет такого, что вот судья должен быть конкретно из какого-то региона. Нам просто нужен человек, который сможет объективно оценить участника, потому что это очень важно. Во-первых, чемпионат ежегодный, и понятное дело, что участники даже в течение года бывает, что уже готовят свои проекты, тренируют своих роботов, и, конечно же, хочется, чтобы участников оценили так, чтобы это было действительно как-то правильно, объективно. Поэтому, конечно, для нас очень важно. Вы мне дали очень хорошую информацию. Теперь я понял, как у нас будет проходить чемпионат, как его будут проводить, я все понял.
Ассаламу алейкум. Валикум ассалам. И сегодня у нас в гостях Адам. Это мой друг. Сегодня мы будем с ним общаться и задавать друг другу вопросы. Адам, как я знаю, ты участвуешь в чемпионате СКФО. Да, это так. Готовитесь ли вы к этому чемпионату? Да, мы усердно работаем над нашим проектом. Я думаю, что мы выиграем. Как называется ваш проект? Наш проект называется «Агродрон». Агродрон. Очень хороший проект. Какая у тебя номинация? У меня номинация «Аэроквантум». Аэроквантум. Долго ли ты занимаешься аэроквантумом? Аэроквантумом я занимаюсь 2-3 года уже. Нравится тебе он? Да, очень нравится. Что вы вообще делаете на аэроквантуме? Мы на аэроквантуме изобретаем вот такие вот дроны, подготавливаемся к турнирам, разным чемпионатам. Как я вижу, вы очень усердно работаете, я вижу у вас очень много дронов, вы очень хорошо готовитесь. Занимал ли ты какие-то места, участвовал ли ты еще в каких-то турнирах? Да, я участвовал, недавно выиграл 2 место в конкурсе Ingenium. Вот для чего этот дрон предназначен? Вот что это за дрон? Этот дрон называется агродрон. Он предназначен для сельскохозяйственных дел. Он распыляет пеницид для удобрения растений. Он помогает фермерам и контролирует работу. Когда вы начали собирать этот дрон и когда вы закончили его собирать? Мы начали его месяц назад. Сейчас он уже готов, и мы ждем чемпионата. Был этот проект тяжелым? Долго вы его делали? Да, мы усердно над ним работали. Сейчас он у нас получился наконец-то. Да, займем место какое-нибудь. Хорошо ли он справляется со своей задачей? Да, мы сейчас хотим его протестировать. Этот дрон когда-нибудь участвовал в каких-то конкурсах или это будет его первый конкурс? Это наш первый конкурс с этим дроном, но у меня были еще другие дроны. Как ты думаешь, займет ли этот дрон хоть какое-то место, будет ли он вообще хорошим в дальнейшем, будет ли вы его вообще дорабатывать? Да, это макет этого дрона. Мы сейчас в дальнейшем хотим сделать его большим. Мы его также будем дорабатывать. Сейчас мы идем в подготовительную комнату. И в этом кабинете у нас кипит работа. Берхан подготовился к конкурсу чемпионату СКФО. Сейчас мы спросим у Берхана, как идет подготовка. Берхан, как ты подготавливаешься? Хорошо ли у тебя идет подготовка? Да, хорошо. Мы уже нашли в Ютубе много программ для этого робота, чтобы он был быстрым, хватал кубики пожестче, чтобы они не падали при движении, и дорабатывали его резинками. Очень мне понравилось, как ты о нем рассказал. Я хочу его увидеть, как он работает. Можешь ли ты продемонстрировать? Да, конечно, могу. Очень понравился мне этот проект, очень хороший. Как я понял, суть этого проекта, чтобы он со своими клещами брал кубик и ставил его в вот эту колонну. У меня еще есть парочку вопросов. Вот какой был срок, когда ты делал этот дрон? Вот сколько времени у тебя заняло? Делал я этот робот 3 дня с моим наставником, а так мы готовились к этому чемпионату уже неделю. Последний день я его уже дорабатываю. Теперь осталось только найти программу, как можно увеличить мощность или обороты мотора. Какая номинация у этого проекта? Векс. Векс. Очень хорошая номинация. Скажи, пожалуйста, будете ли вы его продлевать? Это, как я понимаю, макет этого проекта? Да, это макет. Хорошо.
чемпионате СКФО есть такая номинация «Гонка балансирующих роботов», где ребята должны собрать робота и запрограммировать его. И они должны поставить его на дорожку и за время пройти эту дорожку. Кто быстрее ее пройдет, тот и выиграет. Сколько вы собирали этого робота? С какое время у вас ушло? Чтобы собрать робота, я смог его собрать примерно за 6 минут. Так, готовились мы к нему недолго. Программа сколько долго? Программа занимает, у моего товарища по команде, она занимает около часа. Часа, ага. Готовы ли вы к этому чемпионату? Волнуетесь ли вы? Волнений особо нет, но к чемпионату мы готовы. Как называется ваш робот? Балансирующий робот. Как я понимаю, в этой номинации важна скорость. За сколько ваш робот проходит вот эту всю полосу? Наш робот проходит это за 16 секунд. Очень быстро. Какие у вас вообще ожидания? Какое вы место думаете, что вы получите? Хорошо ли вы подготовились к этому чемпионату? Я считаю, что мы хорошо подготовились к чемпионату, и нам ничего не мешает выиграть первое место. Теперь давайте мы посмотрим, как ваш робот справляется с этой полосой. Да, конечно. И вот такие проекты мы подготовили на чемпионат СКФО. Надеюсь, что мы займем призовые места. И на этом у меня все. Смотрите передачу «Планета Next» на телеканале «Война». До свидания.